Первая зарубежная церемония награждения от Общества знания прошла в Абхазском государственном университете. 16 преподавателей из Абхазии приняли участие в конкурсе «Знание лектор». 10 из них победили. Это Линда Ампар, Игорь Басов, Аннета Бганба, Асида Гумба, Анна Гуния, Астанда Киут, Инал Тужба, Ефрем Хагба, Лиана Хашба и Инал Хамгоков. Для многих победа казалась недостижимой. Например, математик Лиана Хашба до последнего не верила, что может оказаться среди лучших. Я вообще, честно говоря, не ожидала пройти, думала, не получится ничего. Но меня как-то на кафедре уговаривали, то есть поучаствовать, попробовать показать себя. Но я все-таки решилась на это. Мне очень понравилось выступление. Я была на конкурсе в России «Наука знания» на мероприятии, и меня это вдохновило. То есть именно попытка именно показать свои наработки для продвижения ребятам, скажем так. По словам педагога, преподавать математику сегодня довольно сложно. И она прекрасно понимает, почему так мало желающих идти работать в школу. Я отработала в школе 3 года. Вообще, на самом деле, современные дети просто немного тяжело воспринимают, наверное, математику. Математика преподается достаточно скучно и не используются современные технологии для детей. То есть без компьютерных технологий, без внедрения, то есть это, в принципе, на данный момент невозможно. Но, тем не менее, по ее словам, математика – это очень интересно и важно. Тем, кто понял эту науку, подвластно все. Математика – это язык природы, прежде всего. И, наверное, знаете, как те, кто, в принципе, в состоянии изучить математику, постичь ее, то есть они могут, так скажем, изучить абсолютно другое направление, абсолютно любое. То есть им возможно получить информацию, и они могут достичь успеха в любой сфере. «Знание лектор» – проект Российского общества знания, способствующий развитию просветительской деятельности через выявление талантливых педагогов и создание возможностей для их профессионального роста в этой области. Многие из преподавателей занимаются изучением узких, но тем не менее важных направлений. Мы очень далеко отошли именно от традиционных особенностей абхазского танца. Больше мы наблюдаем сейчас введение в танцевальную лексику большого количества трюков. То есть у нас в первую очередь ориентир – это на зрелищность и, конечно же, ориентир на самого себя. В пляске мы это наблюдаем, все танцуют сами с собой, хотя должны танцевать в паре. Вот от этого как раз-таки мы отошли от важной особенности абхазского танца – это коммуникация. По словам Асиды Гумба, она еще до конца не осознала, что значит эта победа. Ко мне пока еще не пришло сознание того, что я держу этот куб в своих руках, но я думаю, к вечеру осознание придет, и уже тогда я смогу понять, что именно оно изменит, что значит для меня. Каждый победитель получил наградной куб из черного мрамора. Как говорят победители, он очень тяжелый, почти такой же, как просветительская деятельность. Хотя, по словам одного из участников конкурса, Инала Хамгокова, работать с современными студентами очень даже интересно. Да, сегодня у нас цифровизация, новые технологии, гаджеты. Многие ругаются, что молодежь все время сидит в телефонах. Но, тем не менее, я, например, вижу для студента, во всяком случае, хороший инструментарий, который помогает им заниматься образованием, самообразовываться, то есть находить какие-то интересные вещи и в интернете, и в социальных сетях для того, чтобы пополнять свои знания. Потому что одни и те же технологии можно и в позитивном, и в негативном, конечно, ключе использовать. Конечно же, многие мои студенты, например, когда готовятся, скажем так, к каким-то лекциям, семинарам, я вижу, что они из интернета уже какие-то источники интересные находят и очень много интересного используют. Конкурсу «Знание лектор» 5 лет, и только в этом году возможность участвовать в нем получили абхазские просветители. По словам ректора АГУ Олега Гварамия, так в Абхазию возвращается общество знания. К нам возвращается общество знаний, которое уже предлагает очень хорошие планы и программы, в том числе снабженные очень современными техническими средствами. Участвовать в конкурсе «Знание лектор» могут все, кто достиг совершеннолетия. Не обязательно иметь ученую степень и богатый педагогический стаж. Все, кто занимается просветительской деятельностью и готов делиться знаниями, может стать участником этого конкурса в следующем году. Марьяна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ.